Вскрытие рек в Якутии – процесс долгий и волнительный для якутян, особенно для жителей тех населенных пунктов, которые находятся в зоне подтопления. Так, линчане после трагических событий наводнения 2001 года ежегодно во время паводка находятся в тревожном состоянии и тщательно следят за обстановкой на реке. В этом им помогает камера онлайн-трансляции, которая установлена на одном из 9-этажных домов набережной Ленска. Следят за рекой и специализированные службы, такие как единая дежурно-диспетчерская. Их камеры видеонаблюдения направлены на акваторию реки Лена не только в Ленске, но и в поселках Витим и Пеледуй. Несколько камер, это 5 камер у нас таких, они выведены на акваторию река Лена для того, чтобы производить мониторинг в период прохождения паводковых вод. Это одна камера, это поворотные камеры, которые регулируются у нас с пульта управления диспетчерского автоматизированного рабочего места. Мы можем этой камерой управлять и смотреть, то есть обстановку в различных направлениях. Ну и, конечно, наша съемочная группа на протяжении всей подготовки и прохождения паводка на реке Лена бдительно следила за развитием ситуации вместе со специализированными службами. Накануне ледохода в Ленске традиционно проходит смотр техники всех задействованных в чрезвычайных ситуациях предприятий и организаций. Проверку проводят сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Можно оценить, что в принципе силы и средства готовы к проведению всех мероприятий. Дай бог, чтобы у нас чрезвычайной ситуации не произошло в вашем районе. Но, как говорится, подготовка всегда должна присутствовать. Процесс подготовки к ледоходу на реке Лена контролируют и на местном уровне. В администрации Ленского района создана специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. В ходе ее заседаний рассматриваются все вопросы, касающиеся организации каждого этапа беспрепятственного прохождения паводка. Мы приняли работы по чернению превентивным мероприятиям на реке Лена. На реке Нюя также работы по чернению выполнены. У нас на сегодняшний день заключены договора по организации временных гидрологических постов на реке Лена и на реке Нюя. Также, как вы знаете, были проведено выездное заседание правительственной КЧС. Была дана оценка готовности. Ленский район, Ленское звено готово. Регулярно проводится проверка системы оповещения. В Ленске и в каждом поселении Ленского района имеются эвакопункты. В каждом населенном пункте есть эвакуационные пункты, но просто там, конечно, от численности населения, соответственно, и его вместимость. В некоторых по 2, но в таких, как Ленск, у нас получается 3 эвакуационных пункта. Аэропорт, лыжная база и Карат. Пристальное внимание уделяется и гидротехническому сооружению, которым по периметру окружен город Ленск. Подготовкой дамбы к пропуску паводковых вод занимаются городские власти. Оно находится в исправном состоянии. На сегодня его обслуживает подрядная организация, которая эксплуатирует, содержит. Все предпаводковые мероприятия у нас уже выполнены. Очищен снег с нее, отрезервированы водопропускные сооружения и подготовлены запас инертных материалов. В случае осложненного паводка у нас будет задействован сторонний транспорт. Это самосвальная техника, погрузочная техника, предприятия, которые расположены на территории города Ленска. Опергруппа Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, в первую очередь прибыв в Ленск, произвела осмотр гидротехнического сооружения и дала оценку подготовительным работам органам местной власти. Осмотрели водопропускные устройства. Они сейчас находятся в закрытом состоянии. Проблемных вопросов по докладу администрации пока нет. Как только ледоход подступил к границам Якутии, в Ленск вылетела оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Вечером 6 мая сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и их коллеги из других подразделений прибыли в Ленск. Основная водная артерия республики, река Лена, готова к вскрытию на территории Ленского района. Ледоход находится буквально в 90 километрах от границы Якутии и Иркутской области. На территории Ленского района завершены все превентивные и подготовительные мероприятия. Установлено несколько гидропостов, где производится регулярный замер уровня воды. Буквально сегодня в Ленск прибудет оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, в состав которой входят специалисты по взрывным работам, спасатели, а также сотрудники Якутского управления гидрометеоцентра и Ленского водного бассейна, Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Все они будут находиться в Ленске для контроля за беспрепятственным прохождением весеннего половодья на реке Лена.
Проведением превентивных мероприятий, таких как чернение и распиловка льда, на территории республики занимается Федеральное агентство «Росводресурсы». Его представитель также прибыл в Ленск с проверкой выполненных работ. Решением руководства Федерального агентства «Росводресурсы» я командирован сюда, в Республику Саха-Якутия, для прохождения паводка 2022 года и для проверки проведенных превентивных мероприятий, которые делала, заказчиком являлась служба Лена регион Водхоз и Ленское бассейное водное управление. Как показывает практика, чернение и распиловка льда дают свои положительные результаты. Федеральное агентство «Росводресурсы» выделило деньги Центр регион Водхозу и занимаемся теперь уже 2 года, занимаемся превентивными мероприятиями на территории республики. Поэтому превентивные мероприятия сработали качественно. На территории республики занимается Лена регион Водхоз, руководитель Ржаков Александр Николаевич. Есть технические задания, есть разработка проектов. Мы разрабатывали еще, сейчас скажу, в 99 году. Батамайский остров. Была и распиловка, было и чернение. То есть вот так вот. Хотя толщина льда в этом году была ниже нормы. Если 2001 год лед местами достигал 2,5 метра, то в этом году и 90 сантиметров даже нет. Потому что он уже, когда ледостав, надо отслеживать, когда ледостав осенью замерзает река, отслеживать где, что, как. По предварительным прогнозам, сложность могла возникнуть только из-за низкого уровня воды. Уровень воды в этом году он идет ниже среднего, среднегодового. Поэтому, как называют старики, идет река по сухому. Здесь такое уже было. Это был 99-й год, когда льда на берегах много осталось. Следить за недопущением образования заторов либо их оперативной ликвидации призвана опергруппа Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Именно они координировали все действия в период прохождения ледохода на территории Ленского района. Оперативная группа будет находиться до полного прохождения ледохода Ленского района. Далее мы перемещаемся в Алекминский район. И по движению реки также будем бывать уже в городе Якутск. С нами имеются специалисты-взрывники от организации БВК «Удача». Имеется в городе Ленске запас взрывчатых средств. В составе оперативной группы также имеется вертолет, на который при необходимости будет загружено взрывчатые средства и будут доставлены вместе со взрывниками в затороопасные участки. Первая подвижка льда в районе города Ленска была зафиксирована вечером 10 мая, но из-за низкого уровня воды далее ледоход не продвинулся. Нижняя кромка ледохода по реке Лена у нас находится в районе 20 километров выше города Ленска, а верхняя кромка ледохода находится в 80 километров выше города Ленска. И на протяжении этого участка там проходит местами густой, местами уже редкий ледоход. По реке Лена в районе города Ленска уровень наблюдается 454 сантиметра. Это где-то повышение идет в порядка 65 сантиметров за 4 часа. Сутки река, как говорят в народе, набирала сил, как женщина перед родами. Низкий уровень воды и вскрытие раньше среднегодовых сроков – это основная причина таких долгих остановок. Норма для города Ленска – это 12 мая. Вскрытие на участке реки Лена от города Ленска до Нюя ожидается с 11 по 13 мая. Обстановка развивается согласно прогнозам. А если сравнивать с прошлым годом, то вскрытие у города Ленска произошло 14 мая при уровне 667 сантиметров. На сегодня у нас уровни еще достаточно небольшие. Необходимо еще подняться, по крайней мере, где-то на 1–1,5 метра, чтобы возобновилось движение ледохода.
12 мая река Лена заставила всех немного поволноваться, когда были обозначены несколько опасных участков на отрезке прохождения ледохода. Это традиционно Батамайские острова. Также ледовая перемычка образовалась на повороте русла реки в районе села Мурья. За последние сутки река Лена сдвинулась примерно на 60 километров со вчерашнего дня. В 20:00 вчера наблюдался ход движения ледохода. Ледоход достиг за 8 часов примерно острова Батамай. В течение прохождения паводка на территории Ленского района члены опергруппы совершали облеты на вертолете вдоль акватории реки и мониторинг обстановки с помощью беспилотной авиационной системы. Сегодня мы, запускали беспилотный летательный аппарат, смотрели, что у нас затормозило, какое сейчас явление наблюдается в районе острова Батамай. Там сейчас на данный момент находится просто полотно ледохода, никаких навалов там нету. Образовалась обычная ледовая перемычка, которая образовалась еще ночью в связи с низкими температурами. Вечером 12 мая, по прогнозам специалистов, движение льда должно было возобновиться. Уровни при вскрытии были ниже нормы на 2 с лишним метра. Поэтому необходимо нам сейчас, в связи с установлением теплой погоды, сейчас будет активизироваться процессы снеготаяния, да, и льда также. И движение возобновится сегодня. Думаю, что к вечеру река Лена должна пойти в районе города Ленска. И ледоход действительно возобновился в ночь с 12 на 13 мая. И для ленчан прошел незаметно. Утром 13 мая на реке в районе города оставались только редкие льдинки. В этом году ледоход был сравним с ледоходом 95-го года. Вот так же она стояла, вот так же шевелилась, потом раз и ушла. И в этом году тоже на низких уровнях вода, уже ледоход прошел Ленский район, голова ледохода, уже где-то в Алекнинском районе. По оценкам оперативной группы Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, ледоход прошел благополучно, беспрепятственно миновав самые опасные участки, которые находятся на территории Ленского района. Нижняя кромка ледохода уже находится между Ленским и Алекнинским районом. Ледоход прошел благополучно, никаких проблем с ним не было, не возникло. Рисков для населения и угрозы не создал. Все опасные участки, наиболее подверженные затоплению населенные пункты, он уже прошел. Дальше уже передал эстафету Алекнинскому району, но я думаю, там будет тоже все в порядке. Опергруппа Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия переместилась в Алекминский район и далее отправится вслед за ледоходом, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации усмирить стихию. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.